Добрый день! Сегодня поговорим о любви, пожалуй, главном чувстве, которое может испытывать человек. Попробуем разобраться в первой любви, любви с первого взгляда, влюбленности, настоящем большом чувстве на многие годы и в том, что помогает, а что мешает строить отношения на основе любви. Узнаем, бывает ли у каждого человека своя вторая половинка. О чем мы обычно думаем, когда слышим слово «любовь»? Кто-то сразу вспоминает о семье, родителях, братьях и сестрах, бабушках и дедушках. Родители наверняка думают о своих детях. Парни и девушки думают о тех, кого они любят, или о том, кого хотели бы встретить и полюбить. И еще мы можем вспомнить о любви к природе родного края, о любимом месте в том городе или селе, в котором родились или живем. О своих друзьях и о кумирах, любимых книгах, музыке, танцах, фильмах и даже о любимой еде. О всех тех и о всем том, что доставляет нам радость и делает нас счастливыми. А какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «любовь»? Кто-то уверенно скажет: любовь – это счастье, радость, нежность и доверие. А кто-то добавит: это первый поцелуй, романтика, близость, страсть. У кого-то слово «любовь» может вызвать ассоциации с ревностью, расставанием, болью и обидой. А для кого-то любовь неразрывно связана с искренностью, взаимностью, заботой и верностью. Да, любовь – это большое и сложное чувство. Наверное, самое прекрасное, но такое разное. Каждый понимает его по-своему. Поэтому просто невозможно дать какое-то одно определение этого чувства. О любви снято много фильмов, написано много книг, песен и стихов. И все они разные, ведь у каждого человека своя история любви. Но все писатели и поэты, певцы и музыканты, актеры и режиссеры сходятся в том, что любить и быть любимым очень важно для каждого из нас. А как возникает любовь? Конечно, сначала двое должны встретиться, что-то должно привлечь их внимание друг к другу. Это может быть что угодно: взгляд, улыбка, фигура, походка, голос или манера говорить. Именно с привлекательности все и начинается. При этом часто бывает даже невозможно объяснить, почему внимание привлек именно этот человек. Просто что-то зацепило, заставило посмотреть на другого человека с интересом. Но интерес может быстро пройти, если между людьми не возникает эмоциональной близости. Люди могут быть похожи, а могут быть совершенно разными, но когда эмоциональная близость между ними есть, им комфортно рядом друг с другом. Они без слов понимают чувства и желания друг друга и уважительно к ним относятся. Когда люди много общаются, у них появляются общие интересы и жизненные приоритеты. Люди могут спорить друг с другом, могут иметь разные взгляды на некоторые вещи, но они, как говорится, смотрят в одну сторону. Между ними возникает интеллектуальная близость. Со временем между людьми возникает духовная близость. Это те невидимые глазу нити, которые прочно связывают двух людей. В такой паре царят гармония и принятие, уверенность друг в друге и доверие. Все эти ингредиенты любви могут сочетаться по-разному. Например, для дружбы физическая привлекательность может не иметь значения. В привлекательного человека легко влюбиться, но без дальнейшей симпатии отношения не сложатся. А можно почувствовать эмоциональную и духовную близость с человеком, который поначалу не очень-то и привлекал внешне, но со временем к нему или к ней может возникнуть искреннее и глубокое чувство любви. Каждая история любви уникальна. Иногда все складывается логично и плавно. Люди знакомятся, общаются и постепенно от увлечения переходят к более глубокому пониманию чувств, желаний и мыслей друг друга. Между ними возникает эмоциональная и духовная близость, затем любовь, и они могут решить прожить вместе всю жизнь. Но бывает и так, что кто-то влюбляется, и сразу кажется, что жизни нет и не будет без этого единственного или этой единственной. Так существует ли любовь с первого взгляда? Вопрос спорный. Чтобы полюбить человека, его надо узнать, а на это нужно время. То сильное чувство, которое мы принимаем за любовь с первого взгляда, чаще всего относится не к реальному человеку. Мы влюбляемся в его идеальный образ, который сами создали в своей голове. Влюбленный человек переживает сильный эмоциональный подъем. Он или она буквально парят на крыльях любви, думают только о следующей встрече, постоянно переписываются в чатах или созваниваются. Это замечательно и совершенно нормально, и вызвано активным выбросом гормонов радости и счастья, серотонина и дофамина.
Адреналин, который тоже активно выбрасывается при этом, помогает нам быть в тонусе. Именно поэтому влюбленные могут проговорить по телефону не только весь день, но и всю ночь напролет. И при этом совершенно не устать. Кроме того, под воздействием адреналина влюбленные переживают состояние, похожее на эйфорию. Находясь в состоянии эйфории, влюбленные превозносят объект своего увлечения и не видят в нем или в ней никаких недостатков. Такая слепота может привести к горьким разочарованиям, если спустя какое-то время окажется, что объект влюбленности совсем не такой, каким он или она вначале казались. Может показаться, что влюбленность – это плохо, но это совсем не так. Влюбленность будет в человеке желание нравиться. Ему хочется стать лучше, умнее, сильнее и совершать хорошие и приятные поступки. И, конечно, влюбленный человек с нетерпением ждет ответной реакции проявления знаков внимания и чувств. Правда, влюбленность не обязательно предполагает взаимность. Можно быть влюбленным безответно и чувствовать себя счастливым. Но чаще всего бывает так, что безответно влюбленные чувствуют себя потерянными и выбитыми из колеи. Они теряют сон, аппетит, забрасывают дела, учебу и только и делают, что думают о возлюбленной или возлюбленном. Но так или иначе, влюбленность длится не очень-то долго. Мы не можем постоянно быть в состоянии эмоционального подъема, поэтому либо очарование влюбленности рассеивается и влюбленные расстаются, либо на смену влюбленности приходит настоящая любовь. И тогда оба готовы строить отношения, приносящие радость и счастье в течение многих лет. А как же первая любовь? Это может быть первая юношеская и даже детская влюбленность. Особенное в ней то, что человек впервые испытывает это чувство и открывает для себя совершенно новые переживания. Все это незабываемо, потому что происходит с ним в первый раз. И, конечно, эта влюбленность может перерасти в настоящую любовь. Те, кому удается сберечь свою первую любовь и создать семью, могут долгие годы прожить в любви и взаимопонимании. И эта их любовь не просто мгновенное увлечение, а результат большого труда по построению отношений со своей второй половиной. А есть ли вообще у каждого человека его вторая половинка? И как ее найти? Хотите узнать? Давайте посмотрим видеоролик. Все люди мечтают о любви, о настоящей второй половинке, наличие которой сделает жизнь радужной и прекрасной. Но откуда в нашей голове идея, что существует тот самый единственный человек, и какова вероятность на самом деле встретить его? Все началось с Платона. В своем диалоге «Пир» он говорит о том, что когда-то у каждого человека было по 4 ноги и руки, и по 2 лица. Но такие люди представляли опасность для богов. Тогда Зевс, недолго думая, решил разделить их надвое. С тех пор несчастные двурукие, двуногие и однолицые люди ищут свою родственную душу, чтобы ощутить удивительное чувство привязанности, близости и любви. Похожие идеи в тех или иных вариациях встречаются и в разных религиозных учениях, но есть ли у них хоть какое-то научное обоснование? Если обратиться к теории эволюции, то становится ясно, что никаких вторых половинок природой не предусмотрено. Моногамия как таковая возникла далеко не сразу, предположительно только у предшественников австралопитеков, ардипитеков. Но даже если предположить, что родственные души действительно существуют, какова вероятность встретить свою? В 2010 году математик Питер Бакус из Великобритании задался тем же самым вопросом. Он был холост и решил рассчитать, сколько девушек могли бы стать его потенциальными спутницами жизни. Он начал с больших вопросов, постепенно задавая все более мелкие. Сколько женщин живет поблизости от меня? Сколько из них подходят мне по возрасту? Какая часть из них не состоит в отношениях? Сколько из них имеет высшее образование? Сколько из них могут оказаться привлекательными? Какая часть из них может счесть меня привлекательным? Со сколькими из них я мог бы ужиться? Получилось, что из всего Лондона Питеру потенциально подошли бы только 26 девушек. И то не факт, что среди них была та самая. Ведь родственная душа может ждать тебя где угодно, даже на другом полушарии Земли. Физик Рэндалл Монро захотел выяснить, каковы шансы на практике встретить ее. За опорную точку он взял такой тезис. У каждого из нас есть уникальная родственная душа, которую он узнает, посмотрев ей в глаза.
Монро быстро отказался от идеи считать мертвых, потому что в таком случае 90% чьих-то половинок оказались бы трупами. Еще не родившихся людей тоже было решено не учитывать. Монро исходил из предположения, что родственные души живут в один и тот же момент, а их максимальная разница в возрасте 2 года. С таким ограничением у многих получится около полумиллиарда потенциальных половинок. Но, во-первых, здесь не учитывается пол, а во-вторых, нужен визуальный контакт. Предположим, что средний человек встречается глазами с несколькими тысячами незнакомцев за день, хотя это очень примерная цифра. И если 10% из них будут подходить ему по возрасту, то в течение всей жизни он встретится глазами с 50 тысячами человек, которые могли бы стать его судьбой. Однако потенциально родственных душ у каждого полмиллиарда, то есть шанс за всю свою жизнь встретить вторую половинку составит около 1/100000, точно не больше. Если нам на помощь придут технологии, то есть если по 7 дней в неделю и 8 часов в день использовать некое приложение для знакомств, где можно смотреть друг на друга через веб-камеру и при этом принимать решения за пару секунд, шансы найти родственную душу за пару десятилетий сильно возрастут. Но когда работать? А жить? В общем, скорее всего, встретить вторую половинку не получится. Разве что в одном из 10 тысяч случаев, согласно расчетам Монро. Но никто не говорит, что нельзя стать двумя половинками одного целого в процессе. Строить отношения с реальным человеком, которого ты выбрал не только сердцем, но и умом, гораздо интереснее, чем провести всю жизнь в поиске мифической родственной души. Любовь и забота – это то, что делает людей родными. И совершенно точно, когда ты посмотришь на своего партнера спустя десятки лет, он и будет твоей настоящей половиной. Как мы только что увидели, идея о том, что у каждого человека есть вторая половинка, предназначенная ему самой судьбой, всего лишь романтическая сказка, хотя и очень красивая. На самом деле, второй половинкой может стать человек, с которым кроме физического влечения сложится глубокая эмоциональная, интеллектуальная и духовная близость. Человек, которого мы выбираем не только сердцем, но и умом. Поиск своей половинки, как и любой другой опыт, это пробы и ошибки, очарование и разочарование, радости и печали. А еще это прекрасная возможность лучше узнать себя самого, выяснить, что нам подходит и не подходит, нравится и не нравится, осознать, что именно мы ищем в человеке, которого хотим видеть рядом с собой. Как же понять, что человек нашел свою вторую половинку? А точнее, что тот, в кого мы влюбились, может ею стать? Об этом может говорить следующее. Нам хочется быть вместе. Мы понимаем друг друга с полуслова и переживаем радостные и печальные моменты вместе. Мы знаем недостатки друг друга, но помогаем друг другу становиться лучше. Мы можем вместе решать возникающие проблемы. Вдвоем мы сильнее. Мы обращаемся друг с другом бережно и заботливо. Мы можем в чем-то не соглашаться друг с другом, спорить, но признаем право каждого из нас на свое мнение. Каждый из нас извиняется, если поступает неправильно или случайно причиняет боль. Извинение – это признак не слабости, а силы и уверенности в себе. Мы дополняем друг друга своими сильными и слабыми сторонами. В наших отношениях нет места ревности. Мы доверяем друг другу. Мы позволяем друг другу оставаться наедине с собой и не переходим личные границы. Можем ли мы сделать из всего этого выводы? Например, вывести законы любви? Давайте попробуем. Итак, любовь означает уважение, искренность и принятие, заботу и нежность, надежность и готовность нести ответственность, равноправие и равенство. А вот чего в настоящей любви точно быть не может, так это насилие, агрессивной ревности, манипуляции, шантажа, желание контролировать партнера и диктовать свою волю. Очень важно, чтобы в отношениях было доверие. Без него люди становятся подозрительными и тревожными. Если двое искренне любят друг друга, они не будут давать повода для сомнений в верности и не будут обижать друг друга ревностью. Доверие невозможно без честности. Не стоит обманывать друг друга ни в мелочах, ни в серьезных вопросах. Иногда бывает неловко сказать правду, потому что люди боятся обидеть друг друга. Но лучше честно признаться, что сегодня не хочется встречаться, потому что планируется поход с друзьями в кино, а не рассказывать своему парню или девушке байки про больную тетю. Как и во всех других сферах жизни, в любви важно равноправие и равенство.
Если в отношениях все время доминирует один, а другой лишь подчиняется, то такие отношения могут зайти в тупик. Представление о том, что первым знакомиться может только парень, что в отношениях парень должен все решать и руководить, а девушка должна быть уступчивой и во всем соглашаться, это устаревшие гендерные стереотипы. Они не имеют ничего общего с настоящей любовью. Начать знакомство может и парень, и девушка, а принимать важные решения нужно вдвоем, так же, как и уступать друг другу. Иногда людям кажется, что они любят друг друга, но при этом они постоянно ссорятся, обижают и обижаются. Если все попытки искренне поговорить, рассказать о своих чувствах, желаниях и переживаниях, понять друг друга и сделать отношения легкими и приносящими радость ничего не дают, возможно, стоит подумать об их прекращении. Отношения, в которых один из партнеров постоянно давит на другого, ставит условия и ограничивает его свободу, нельзя назвать здоровыми и радостными. Такие отношения подрывают самооценку второго партнера, внушают неуверенность в себе и заставляют постоянно чувствовать себя виноватым или виноватой. Прекратить отношения может быть непросто, а после расставания может быть грустно и одиноко. Но не стоит отчаиваться. Настоящая любовь обязательно придет. И вы встретите человека, с которым будет комфортно, приятно, надежно и радостно, с которым захочется создать семью и все время быть вместе. Любовь и сексуальные отношения. Конечно же, они связаны между собой и дополняют друг друга. Люди встречаются, влюбляются, испытывают друг другу чувства и сексуальное влечение. Но по мере развития чувств возникает желание прикоснуться, взять за руку, обнять, поцеловать партнера. Люди чувствуют, что готовы перейти к более близким сексуальным отношениям. В идеале это происходит тогда, когда чувства проверены, пара решила быть вместе и создать семью. Важно помнить, что секс не является доказательством любви. Если нет понимания и нежности, общих взглядов и взаимных чувств, то интимная близость вместо радости и удовольствия может вызвать физический и психологический дискомфорт. Поэтому никогда не стоит поддаваться на манипуляции типа «если любишь, докажи». А еще важно помнить, что и любовь, и сексуальные отношения могут быть только по взаимному согласию. Никакого принуждения, давления, запугивания в них быть не может. Если они есть, то это не любовь и не секс, а насилие. Не хотеть дружить, не хотеть встречаться, не хотеть обниматься, не хотеть быть вместе – это право каждого, и его нужно уважать. Чтобы отношения приносили радость и удовольствие, нужно быть чуткими и внимательными друг к другу, учитывать настроение друг друга, не стесняться и обсуждать желания друг друга. Важно также знать, что сексуальные отношения или действия сексуального характера между лицом, достигшим совершеннолетия, то есть старше 18 лет, и лицом младше 16 лет, по законам Кыргызстана недопустимы. За такие отношения совершеннолетний будет нести уголовную ответственность и наказан лишением свободы. Сегодня мы с вами попытались разобраться в том, что же такое любовь и чем она отличается от влюбленности. Подумайте об этом, как связаны любовь и секс, какими должны быть здоровые отношения, а от каких отношений лучше отказаться. Подумайте также о том, как вы бы могли выразить ваши чувства, вашу любовь к родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, а также к тем, кто вам очень нравится или в кого вы влюблены. Мы искренне надеемся, что наш разговор поможет вам не только лучше понять себя, но и со временем найти свою любовь, человека, с которым вы будете по-настоящему счастливы. Пока-пока!